Защита социально-трудовых прав и интересов работников, своевременная и справедливая оплата, создание здоровых и безопасных условий труда, решение проблем молодых специалистов. Возложенных обязательств у профсоюзной организации работников здравоохранения достаточно. Об этом не только шла речь на встрече сибайских медиков с председателем профсоюза работников здравоохранения республики Павлом Зыряновым. Вопросов у эскулапов накопилось немало. Часть из них была связана с новой системой оплаты труда. Без внимания не остался и недавно созданный фонд защиты гарантий и солидарности. С Нового года мы конкретно перечислим деньги и вступим в ваш фонд. Фонд защиты гарантий солидарности. Уважаемые коллеги, сами знаете, с Нового года, с января месяца, врач наш, медработник будет бесправен. Отвечать будет сам. Не главврач, не горбольница, отвечать будет сам. Поэтому в фонд надо вступать. А для того, чтобы вступить в фонд, нужно хорошее профсоюзное членство. У нас пока он хромает, 77%. Ушли в прошлые времена расцвета профсоюзных организаций, однако медики активно вступают в ее ряды. В профсоюзе работников здравоохранения республики состоят порядка 84 тысяч человек, среди них 1200 – сибайцы. Ежемесячно люди в белых халатах отчисляют зарплата 1% в фонд профсоюза. Средства идут на материальную помощь сотрудникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организацию различных мероприятий социального характера. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.